Совсем скоро состоятся выборы президента Абхазии. Я подготовил цикл видео, посвященных этому событию. Сегодня первый из них – ретроспектива о том, как проходили предыдущие президентские выборы в этой республике. Здравствуйте, с вами Кирилл Базилевский. Вокруг президентских выборов в Абхазии уже произошло много событий, которые просто не уместятся в один материал. Поэтому я и решил тему разбить на несколько частей. Надеюсь, что и сегодняшнее повествование будет для многих интересным. Абхазия де-факто стала независимой в конце сентября 1993 года, когда подразделения абхазской армии вышли на бывшую административную границу на реке Ингур, завершив острую фазу грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Во время войны руководство республикой и ее армией осуществлял председатель Верховного Совета Абхазии и верховный главнокомандующий Владислав Арзинба. Через год после победы в войне парламент Абхазии провозгласил независимость. Арзинбу избрал первым президентом новой страны. В 1999 году на безальтернативной основе он был избран уже всенародным голосованием, получив около 98% голосов избирателей. К 2024 году Арзинба был уже тяжело болен и участие в выборах принимать не мог. Страной управлял ближний круг президента, включая его родственников. И к власти стало возникать много вопросов. В итоге сформировалась достаточно мощная оппозиция в лице бывшего премьер-министра Сергея Багавша и бывшего министра внутренних дел Александра Анкваба. Предвыборная борьба получилась жесткой, на грани фола. Кремль поставил на ставленника клана Арзинба Рауля Хаджинбу. Многие помнят визиты в Абхазию кремлевских кураторов, разного рода высокопоставленных чиновников, помнят, как Сухум приезжал Газманов поддержать провластного кандидата и перепутал на концерте Абхазию с Аджарией. Было и такое. Однако, по результатам выборов победили сторонники Багавша, который набрал больше 50% голосов, против 32% у Хаджинба. Арзинбисты итогов выборов не признали, дело чуть не дошло до гражданской войны. Но после вмешательства Москвы было решено провести повторные выборы, на которых соперники пошли в качестве кандидатов в президенты Багавш и вице-президента Хаджинба. Про события 2004 года вообще можно сделать отдельное видео, может, я этим и займусь. Ну, в общем, в итоге, разумеется, победил тандем Багавш-Хаджинба. Багавш стал президентом, ну а Хаджинба оказался вице-президентом с достаточно ограниченными по Конституции полномочиями. Далее Багавш с триумфом выиграл выборы и в 2009 году, получив 61% голосов. У Хаджинба оказалось только 15%. Такому успеху Багавша, безусловно, помогло то обстоятельство, что именно он стоял во главе республики в 2008 году, когда Россия признала Абхазию как суверенное государство. Однако в 2011 году Багавш скончался, и на внеочередных выборах победу одержал без особых проблем вице-президент Александр Анкваб с 55% голосов. Хаджинба тогда набрал чуть больше, чем на предыдущих выборах, но проиграл еще и другому абхазскому политическому тяжеловесу, нынешнему министру иностранных дел Сергею Шамбе. Впрочем, арзинбисты, ну или хаджинбисты, можно и так их называть, не успокоились. И в 2014 году на фоне обвинений президента Анкваба в авторитаризме и раздаче грузинам абхазских паспортов спровоцировали так называемые майские события, в результате которых Анкваб был вынужден оставить свой пост. Не слишком благовидным оказалось во всей этой истории участие тогдашнего всесильного куратора Абхазии Владислава Суркова. Именно тогда началась не самая удачная традиция, когда каждый следующий президент не может нормально передать власть своему преемнику. В четвертой попытке в августе 2014 года президентом стал Рауль Хаджинба. Он получил чуть больше 50% голосов, а будущий и уже экс-президент Аслан Бжания смог набрать около 35%. К 2019 году действующий президент, на тот момент Рауль Хаджинба, подошел, мягко говоря, с не самым высоким рейтингом, но ухитрился с 23% голосов выйти с первого места во второй тур, где ему составил компанию Алхаз Квициния, один из лидеров партии Амсахара. Партия, которая поддерживала Бжания, но Бжания по состоянию здоровья не мог тогда участвовать в выборах. Алхаз Квициния набрал тогда почти 22% голосов. Лишь 0,4% ему уступил тогдашний протеже Александра Анкваба,
который не мог баллотироваться из-за возрастного ценза, Олег Аржба. Во втором туре Рауль Хаджибу набрал 47,39% голосов, а за его соперника проголосовали 46,17% голосов. То есть разрыв был вообще микроскопический. Но, так как Хаджиба не набрал более половины голосов, как того требует закон о выборах президента, Квициния не признал итоги выборов и стал оспаривать их Верховному суде Абхазии. 10 января 2020 года Конституционной коллегии Верховного суда Республики Абхазия по иску кандидата Квициния итоги выборов были отменены. Впрочем, все это произошло на фоне захвата здания администрации президента сторонниками известного по войне на Донбассе Ахра Авизба. Но к политике это имело не самое прямое отношение, скорее нужно говорить о том, что претензии Ахры к тогдашнему президенту находились несколько в иной плоскости. Речь идет о так называемом тройном убийстве на Сухумской набережной. Об этом вы можете почитать в моем Дзен-канале, об этих событиях. Но, в общем, в итоге Хаджибу ушел. Соответственно, весной 2020 года пришлось проводить новые выборы, которые выиграл уже кандидат богопшистов Аслан Бжани с 56% голосов. У его главного конкурента, бывшего вице-премьера и министра экономики при Хаджибе, Адгури Арзинба, который сейчас как раз является одним из кандидатов в президенты Абхазии, получилось чуть больше 35% голосов. Премьер-министром тогда стал влиятельнейший Александр Анхваб, триумфально вернувшийся во власть после отставки 2014 года. Вообще должность главы правительства в Абхазии не слишком сильно по влиянию уступает президентской. Очередные выборы должны были пройти весной 2025 года, хотя оппозиция всячески за эти годы пыталась вынудить Бжани уйти в отставку. Действующий президент намеревался идти на второй срок и даже говорил об этом, о своем успехе достаточно уверенно, несмотря на то, что, в общем-то, популярность среди граждан Абхазии у него была не на самом высоком уровне. Но, тем не менее, все изменилось осенью 2024 года. Я не буду сейчас подробно останавливаться на тех событиях, благо, что об этом уже рассказывал. В описании к видео вы найдете ссылки на мои статьи и на видео, в которых освещал те вопросы, о которых сейчас упомянул. То есть я в данном случае говорю о ноябрьских событиях 2024 года, когда президент Бжани был вынужден уйти в отставку. Если коротко, то, по моему мнению, в осложнении российско-абхазских отношений и в политическом кризисе, который до сих пор еще не устранен в республике, виноваты и предыдущие абхазские власти, которые не смогли не объяснить гражданам пользу от принимаемых документов. Я в данном случае говорю о соглашении об реализации инвестиционных проектов российским бизнесом в Абхазии и законопроектами, которые касаются апартаментов. И, на мой взгляд, они виноваты также и в том, что уклонились от активной работы по этим всем документам с российской стороной. Российские же представители, в свою очередь, не смогли прочитать все последствия от предложения этих важных для Абхазии документов именно в той редакции, в которых они были изложены. Безусловно, спровоцировал кризис и абхазская оппозиция, которая очень неоднородна, и с которой активно взаимодействуют представители сомнительных общественных групп и организаций с непонятным финансированием и, возможно, с внешним влиянием. Так или иначе, президент Бжани ушел в отставку, собираясь сперва принять участие в следующих выборах, но в итоге эти планы оставил. Исполняющим обязанности президента до выборов стал вице-президент Бадр Гунба, а премьер-министром представитель оппозиции, бывший премьер и исполняющий обязанности президента после отставки Хаджибе Вали Имганба. Сами же выборы назначены были на 15 февраля 2025 года. И после регистрации Бадр Гунба в качестве кандидата в президента исполняющим обязанности Абхазии стал в очередной раз Вали Имганба. Вот в таком состоянии Абхазия вступила в 2025 год. Ситуация, конечно, перед выборами непростая. Страсти накалены, а избиратели не слишком доверяют обещаниям кандидатов. Впрочем, обо всем этом я подробно расскажу в следующих видео. Вы также можете узнавать подробности уже сейчас из моего телеграм-канала «Базилевский про Абхазию». Я стараюсь объективно освещать события в Абхазии, а так жизнь там продолжается, несмотря на информационную шумиху.
И российские предприниматели продолжают реализовывать свои проекты в Абхазии. Вот сейчас предлагаю посмотреть минутное видео про канатную дорогу в Новом Афоне, которую запустил в прошлом году заслуженный тренер России по шахматам и талантливый инженер Константин Костенюк. Вот, в общем-то, все, что я планировал сегодня рассказать. Всякое разное интересное и полезное про Абхазию, помимо Телеграма и Ютуба, я выкладываю в нашем блоге на сайте партнерства «Абхазские проекты» и в Дзен-канале про Абхазию с Кириллом Базилевским. Видео же я также дублирую на Дзен, YouTube и ВК. Ссылочки также в описании их видео. Будет замечательно, если поставите лайк под этим видео, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новом контенте на моем канале. И оставите комментарий. Это полезно для продвижения канала, и мне интересно мнение моих подписчиков. До новых встреч. Берегите себя.